Разделяй и зарабатывай. Мусорная реформа в Коми обретает новые черты. В приоритете сортировка и последующая переработка отходов. К 2024 году в Сыктывкаре построят 2 мусоросортировочных комплекса стоимостью почти в 3 миллиарда рублей. Алексей Корчма о новой экологической повестке. На слом соберем металлолом. Сбор, сортировка и переработка мусора во времена Союза культивировались даже в мультфильмах. «Крокодил Гена» и «Чебурашка», как и миллионы советских детей и взрослых, были частью мощнейшей системы обращения с отходами. В Союзе принимали едва ли не все – макулатуру, стекло, покрышки, текстиль. В 1987 году более 70% отходов использовали во вторичном производстве. Сейчас этому можно только позавидовать. Перерабатывается лишь половина промышленных отходов и совсем грустные 4-5% бытового мусора. Мусорная реформа – это большая работа по всей стране. Ей раньше никто, как вы знаете, мы не первый раз обращаемся сейчас к этой теме, но начиная с советских времен ей фактически никто как следует никогда не занимался. Правда, и отходов, наверное, в прежние времена в таком объеме, в связи с переходом, как к известному, в таких случаях говорят, жизни общества потребления, у нас и не было. Сейчас 60 миллионов у нас отходов накапливается ежегодно. И первые шаги только мы в этом направлении делаем. С января 2019-го регионы России полностью или частично перешли на новую систему обращения с ТКО. В коммунальной квитанции появился отдельный платеж региональному оператору за транспортировку, обработку и захоронение отходов. Основные параметры мусорной реформы определяет федеральный интегратор – Российский экологический оператор. Сейчас важно строить новые полигоны, рекультивировать, если это возможно, старые. Ну и главным образом, конечно же, на тех полигонах, которые уже будут отвечать современным нормативам, устанавливать такое оборудование, которое позволит там непосредственно заниматься сортировкой. Потому что только так будет иметь смысл возрождение системы раздельного сбора на территориях населенных пунктов. Если жители, как потребители, будут понимать, что раздельный сбор мусора, который они осуществляют, действительно будет иметь продолжение и не будет закапываться в землю в общий, что называется, котел на полигонах, то тогда действительно экокультура, она автоматически будет повышаться. В Коми сортировка мусора – тема пока что дремучая, но первые шаги сделаны. В Микуне введен в эксплуатацию первый мусоросортировочный комплекс. Сюда направляют отходы из Усть-Вымского и Княжпогосского районов. Производство отечественное, а значит, ни в обслуживании, ни в ремонте проблем не будет. Запускают линию по мере накопления мусора. Машина проходит сантехобработку, радиационный контроль, потом взвешивается, ну и выгружается, и все, весь мусор по ленте проходит в сепаратор. Там пакеты, если завязаны, они разрываются. И на постах стоят 6 человек, у каждого своя фракция, каждую свою фракцию сортирует. И хвосты от мусора возятся уже на полигон. На мусоросортировочном комплексе могут обрабатывать и отправлять на вторичную переработку до 30 тысяч тонн пластика, бумаги и других материалов. Правда, пока линия работает не на полную мощность. Отходы сюда привозят только из контейнеров по раздельному сбору мусора. Таких в Микуне 34. Мы хотим поставить контейнер не только в нашем городе, но и поставить контейнеры по всему Усть-Вымскому району. Что, наоборот, это будет и плюс и для нас, и для населения, которое, я уверена, что занимается тоже раздельным сбором вторсырья и готов к раздельному сбору вторсырья. Региональный оператор «Севера» с момента старта мусорной реформы открывает в городах и районах Коми сортировочные комплексы. В данный сектор привозят мусор из желтых контейнеров, в которые граждане складывают пластик. Здесь он сортируется, вся полезная фракция потом перерабатывается с помощью нашей дробилки, то есть он в мелкую крошку дробится и уже потом помещается в пакеты большие, бигбэги, для того, чтобы мы их уже, как я говорил, в Комитекс отвозили.
Ручная сортировка мусора в ангаре – это скорее точечное решение. Для производимых в регионе отходов нужны целые заводы. Один из таких планировали строить в Эжвинском районе столицы. Проект механизированного мусоросортировочного комплекса уже готов. Подобрана удобная площадка. Есть в республике и, так скажем, экопункты, да, которые работают сегодня в Сыктывкаре, основаны на энтузиастах, которые собирают пластик и, соответственно, сдают его на утилизацию. Со стороны регионального оператора сегодня ведется раздельный сбор на территории Ухтинского Сосногорского района. Планируем начать его в Инте. Запущен раздельный сбор на территории Троицко-Печорского и Усть-Вымского района. То есть подключаются наши операторы, где есть собственные участки, делаем это сами. То есть должны как можно больше районов охватить именно раздельным сбором, чтобы вторичное сырье не попадало у нас в конечном итоге на полигон. Последующая переработка отсортированных отходов – одна из ключевых целей мусорной реформы. И вот хорошая новость последних дней. Российский экологический оператор заявил о готовности вложить 2 миллиарда 750 миллионов рублей в строительство 2 комплексов на территории Сыктывкара и Ухты. Их мощность составит 150 тысяч тонн в год. Последняя новость все-таки у нас, что будут 2 мусороперерабатывающих завода строиться, это большой плюс. Но опять же, мы должны понимать, какой это фракции будут. Либо это будет просто сортировка, либо это уже глубокая переработка. Ну, именно переработка полностью всего мусора. Опять же, если будет переработка, это огромный плюс, просто потому что у нас будет, так сказать, сырье второго цикла. Да, что мы можем делать там антивандальные мебель для уличной инфраструктуры, это тоже большой плюс. Ну и куча других интересных таких проектов. К 2030 году в России необходимо обеспечить сортировку 100% бытовых отходов. Такие цели перед регионами поставил президент России. А через 2 года 36% отходов должно уходить на переработку. К 2030-му объем мусора, направляемого на полигоны, должен снизиться наполовину.